В эти дни во время трехдневного голосования в Башкортостане более 1000 специалистов осуществляют контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм. Каким образом они действуют и какие меры защиты от COVID-19 применяются, обсудим это прямо сейчас в программе интервью в эфире главного телеканала Республики. Сегодня с нами Елена Шакирова, исполняющая обязанности начальника отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. Елена, здравствуйте. Здравствуйте. Как оценивает Роспотребнадзор эпидемиологическую обстановку сейчас в регионе? Эпидемиологическая обстановка в регионе сейчас у нас все равно остается напряженной. Мы наблюдаем незначительный рост еженедельный в связи с тем, что это рост ожидаемый. Каждый год в начале сентября у нас формируются коллективы детей в школах, формируются коллективы на работах. После отпуска возвращаются люди, начинают активно обмениваться своей вирусной информацией. И при обмене этой вирусной информацией возникает рост заболеваемости не только новой коронавирусной инфекцией, но и всеми респираторными инфекциями в целом. Эта закономерность, сложившаяся уже у всех респираторных вирусов, то есть называется сезонным подъемом заболеваемости. Резкого роста мы не видим, то есть незначительный рост, в принципе, это ожидаемо, и мы готовы к проведению противоэпидемических мероприятий. Различные механизмы есть по дополнительным профилактическим мероприятиям в учреждениях и организациях в связи с подъемом заболеваемости в осенний период. В связи с этим какие рекомендации вы даете жителям? Рекомендации остаются все те же, то есть я думаю, они очень широко известны уже каждому жителю Российской Федерации. То есть первое – это социальная дистанция, не менее 1,5 метра. Вторая – это масочный режим, который необходимо соблюдать во всех общественных местах. Третье – это дезинфекция. Дезинфекция как внутри организации, так и соблюдение личной гигиены рук. То есть это обработка антисептиками, которые сейчас практически везде они установлены, недостатков в этом нет. То есть правила безопасности поведения в общественных местах должны соблюдать каждый гражданин. Трехдневное голосование на выборах в этом году. Что видит, какую картину Роспотребнадзор в Башкортостане? Голосование – это мероприятие федерального уровня, поэтому оно очень высоко организовано. В преддверии проведения голосования Роспотребнадзором разработаны рекомендации как кандидатам, рекомендации избирательным комиссиям, рекомендации голосующим, и рекомендации, в том числе наблюдателям и средствам массовой информации. Все эти рекомендации мы направили в Центральную избирательную комиссию по Республике Башкортостан. Участки подготовлены с учетом выполнения этих рекомендаций. Специалистами Управления Роспотребнадзора и Центром генной эпидемиологии по профильному направлению организованное дежурство, в том числе выезд на некоторые избирательные участки с целью проведения контроля за соблюдением профилактических и санитарно-противоэпидемических мероприятий. В данном случае мы считаем, что проведение голосования подготовлено с учетом соблюдения всех рекомендаций. К росту заболеваемости оно не приведет. Анна Казак, главный санитарный врач Башкортостана, сказала, что вот в эти дни в режиме нон-стоп работают 800 специалистов Центра гигиены и эпидемиологии и 340 специалистов Роспотребнадзора. Да, они осуществляют контроль за соблюдением санитарно-эпидемиологических норм на выборах. На что именно они обращают внимание и в какие участки они выезжают? Основное внимание обращается, во-первых, это соблюдение масочного режима, социальной дистанции, наличие кожных антисептиков на участках и правила поведения на самих участках. То есть это, соответственно, рекомендуемо не скапливаться массово. При посещении участка каждый гражданин должен соблюдать правила безопасности. Члены избирательной комиссии также должны соблюдать свои правила безопасности, в том числе по дистанционному обслуживанию избирателей. То есть в этом году у нас паспорт представляется в развернутом виде самим гражданином, листы переворачиваются им собственноручно, избирательные бюллетени передаются дистанционным способом. И для каждого гражданина предусмотрена индивидуальная ручка для заполнения бюллетеней. То есть эти мероприятия, они приводят к минимизации контактов между как самими гражданами, как членами избирательной комиссии. И, соответственно, активно проведена работа по вакцинации членов избирательной комиссии, кто должен
участвовать непосредственно при контакте с гражданами, они у нас прошли вакцинацию от новой коронавирусной инфекции. Какое мнение существует у Роспотребнадзора? Все-таки мы знаем, что летом в Башкортостане проводилась и Всемирная фольклориада, да, и чемпионат «Молодые профессионалы» здесь в Уфе проходил. Вот алгоритм по обеспечению безопасности здоровья участников, да, был выработан. Оправдал ли он себя и применяются ли его элементы вот сейчас на трехдневном голосовании? Данный алгоритм в Республике Башкортостан был всегда, то есть по особо опасным инфекциям мы каждый год проводили учения, готовились. В связи с новой коронавирусной инфекцией этот алгоритм уже отработан до автоматизма между всеми заинтересованными учреждениями. То есть это и Министерство здравоохранения, Управление Роспотребнадзора, Центр генной эпидемиологии по выявлению и изоляции, госпитализации инфекционных больных. При проведении мероприятий высокого уровня, особо значимых для нашей республики, этот алгоритм у нас отлично работает. Взаимодействие полностью налажено, в результате чего мы предотвращаем распространение инфекции, то есть предотвращаем завозы инфекции на территорию республики, и к высоким подъемам после проведения мероприятий, в принципе, мы не подошли. То есть у нас плавное увеличение заболеваемости связано с сезонной заболеваемостью, в том числе всеми респираторными инфекциями. Но в случае, если что-то возникнет подозрение, насколько оперативно смогут отреагировать специалисты? Незамедлительно. То есть у нас организовано дежурство, в том числе задействованы телефоны оперативного штаба Управления Роспотребнадзора, телефоны всех профильных специалистов. У нас незамедлительно в течение поступления информации организован будет выезд специалистов на избирательные участки и проведение противоэпидемических мероприятий. Ну, вообще, вот вы по личным ощущениям, насколько напряженная работа сейчас в эти дни голосования? Ну, работа, если честно, у нас уже больше года напряженная в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, но в темпе, то есть да, мы в режиме нон-стоп уже работаем, поэтому здесь уже до автоматизма у нас уже и дежурство в выходные дни, в том числе и праздничные дни, у нас организовано всегда. Пока идет голосование на избирательных участках, есть ли информация о каких-либо нарушениях по масочному режиму, социальной дистанции, что-то другое еще может быть? Пока информация о нарушении к нам не поступала, то есть специалисты, которые выезжали на объекты, зафиксировали только соблюдение всех установленных рекомендаций. Нарушений не зафиксировано на данный момент. Мы знаем, что с 17 по 19 проходит вот голосование, да, очень многие избирательные участки расположены в школах, а уже 20 числа дети пойдут в школу. Будет ли проводиться проветривание помещений, да, какие-то еще обработки санитарные? Вот что предусмотрено на этот случай? Ну, рекомендациями предусмотрено то, что, во-первых, проветривание у нас идет постоянное, по мере возможности, каждые 2 часа. Обработка всех поверхностей тоже идет постоянная. В каждые 2 часа обработка ручек, перил, мест общего пользования. И после проведения голосования будет проведена дезинфекция всех помещений с последующей уборкой генеральной и проветриванием. То есть опасений у родителей за детей? Ну, опасения это не должно вызывать, потому что новая коронавирусная инфекция – это все-таки респираторная инфекция, на которую благоприятно профилактическими мерами, которые являются, это, во-первых, проветривание, во-вторых, обработка контактных поверхностей. Высокой устойчивостью вирус не обладает. То есть при соблюдении всех правил обработки поверхности вирус там активным не останется. Расскажите, пожалуйста, как проходит надомное голосование? Надомное голосование проходит тоже со всеми мерами предосторожности, то есть индивидуальный набор для голосования упакован в пакет, там находятся бюллетени, ручка индивидуальная. При посещении граждан голосование проходит в дистанционном режиме, то есть все это передается, и без каких-либо физических контактов гражданин имеет право поставить свой выбор и свой бюллетень передать уже для членов избирательной комиссии. Все сотрудники, которые идут на дом гражданам, имеют обязательно вакцинацию. И как идет голосование в социальных и медицинских учреждениях?
Социальные медицинские учреждения голосования, те, которые не могут посещать избирательные участки, то есть проводятся также с выездом специалистов, с соблюдением всех также норм. Это и социальная дистанция, дистанционный способ голосования, исключение физических контактов абсолютно. Все урны для сбора бюллетеней, они обрабатываются после каждого голосования, после каждого голосующего. Елена, расскажите, пожалуйста, если возникнут вопросы у жителей Башкортостана, куда они могут обращаться, и сообщать или, наоборот, получить консультацию? Жители Башкортостана могут всегда обращаться на нашу горячую линию управления Роспотребнадзора, и в том числе на приемную управления Роспотребнадзора, где у нас тоже организовано дежурство специалистов. По телефону могут обращаться на сайте управления Роспотребнадзора в разделе обращения граждан, то есть это в любое время мы эти все обращения рассматриваем. Могут обращаться письменно, то есть это тоже у нас предусмотрено. От точного посещения мы, конечно, воздерживаемся, рекомендуем воздержаться, потому что в любом случае с учетом тех средств связи, по которым можно обратиться, очное посещение рекомендую все-таки воздержаться. Но в принципе у нас прием документов и в очном формате проводится. Спасибо вам большое. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики была Елена Шакирова, исполняющая обязанности начальника отдела надзора на транспорте и санитарной охраны территории Управления Роспотребнадзора по Республике Башкортостан. И мы обсуждали, как защищают от COVID-19 на избирательных участках, в домах и во время надуманного голосования, и в социальных и медицинских учреждениях. Не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.